Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. Каждый день мы рассказываем о значимых событиях столетней истории ТССР. 27 марта 1996 года в нидерландском городе Гаага открылся круглый стол от конфронтации к наведению мостов. В нем участвовал президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Основываясь на его предложениях, был принят исторический меморандум о Чечне. Минтимер Шаймиев поделился опытом республики, известным как татарстанская модель, в урегулировании отношений с федеральным центром. И он вошел в книги по истории. Это событие прошлого, а сейчас о настоящем. Особый контроль. На борту было выявлено 4 человека с признаками инфекционных заболеваний. О мерах безопасности в главной воздушной гавани республики расскажет Рамиль Галиулян. С карантином шутки плохи. Я сам не верил в то, что все так на самом деле здесь серьезно. Почему после отпуска лучше остаться дома, узнала Зарина Ахметова. Даешь городу больше зелени. Чем больше деревьев, тем воздух чище у нас в городе будет. В Казани началась масштабная зеленая реконструкция. На каких улицах расцветут деревья уже этой весной, знает Наталья Мезина. Если у вас беда, приедут за 5 минут. Самое частое, что происходит непосредственно у нас на районах, это грабежи и кражи. Работу храбрых росгвардейцев увидела Алия Хайрудинова. В Татарстане зафиксирован новый случай коронавируса. Пассажир прибыл в Россию из Испании в Казань через Москву. Сейчас он находится в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Состояние ближе к удовлетворительному, сообщает республиканский штаб. Таким образом, заболевших в республике 11 человек. Сейчас число заболевших в России 1036 человек. За последние сутки зафиксировано 196 новых случаев. 3 человека скончались. Такие данные приводит портал stopcoronavirus.rf. С этого дня в стране прекратились все международные авиасообщения. Исключение только рейсам, которые вывозят россиян с курортов. Между тем, Казанский аэропорт усилил меры санитарного контроля. Специалисты Роспотребнадзора ищут симптомы болезни у всех прибывших пассажиров. О досмотре с пристрастием Рамиль Галиулян. Краснодар, Сургут, Оренбург, Уфа, Сочи. Как видим, на табло аэропорта только внутренние рейсы, не осталось ни одного международного. Все дело в том, что с сегодняшнего дня регулярное и чартерное заграничное авиасообщение прекращено. Исключение только для рейсов, которые привозят россиян на родину. Все прилетевшие под пристальным вниманием. Пассажиры проходят двухуровневую проверку. Тепловизор включают уже на выходе из лайнера. Измеряют температуру у каждого. Пройти мимо не получится. Затем подобное, но уже в автоматическом режиме проводится и в самом терминале. Контролируют все специалисты Роспотребнадзора, причем в круглосуточном режиме. На этом самолете из Москвы людей с признаками вируса не оказалось. К слову, сами пассажиры на такие меры реагируют спокойно. Боязнь есть всегда, просто надо предохраняться. Меры предосторожности соблюдать, все, что рекомендует, надо просто выполнять и все. Главное всегда следить за гигиеной, мыть руки там и так далее. Многие не носят маски, хотя, мне кажется, это надо, потому что они могут не знать, что они уже заражены. Такие жесткие меры дают результат. Так, санитарные врачи выявили россиян с повышенной температурой. Борт прилетел из Таиланда. Вчера, например, мы встретили рейс из Пхукета, 342 пассажира. На борту было выявлено 4 человека с признаками инфекционных заболеваний. Были вызваны специалисты здравпункта, направлены все в инфекционную больницу. В Роспотребнадзоре еще раз напоминают, здоровье пассажиров в их собственных руках. Они советуют перейти в режим повышенной ответственности и тщательно соблюдать личную гигиену. Рамиль Галиулян, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Татарстан – республика организованная и действует на опережение. Так, участники экспертного клуба «Волга» оценили меры, предпринимаемые у нас в связи с коронавирусом. Эта дискуссия федеральных экспертов, как и многие мероприятия карантинного режима, прошла в онлайн-формате. Как, по мнению специалистов, будет развиваться ситуация и что нужно предпринять, узнал Дмитрий Аринин. Меньше потратить ресурсов на глупые решения и больше на те решения, которые принесут пользу. В данном случае место изменить можно, время же отлагательств не ждет. Как сходу высказались эксперты, хорошо, что Татарстан в борьбе с коронавирусом действует на опережение. Татарстан здесь, как всегда, может быть впереди, например, на те меры, которые принимались в Германии. Уникальный случай, если вот посмотреть передо мной таблица вот с теми несчастьями, которые происходят. Татарстан очень организованная республика, очень организованная. И здесь, мне кажется, если разобраться в том, что там происходит сейчас, то, конечно, можно извлечь очень
важные социальные выводы. Принятые уже меры позволяют не допустить разгула инфекции. Первый заразившийся в республике уже вылечился. Прекрасная, замечательная новость. Выписка из инфекционной больницы нашего игрока команды «Зенит», волейбольной команды «Зенит». Он был как раз в режиме самоизоляции, почувствовал себя плохо, затем обратился в соответствующие структуры, был госпитализирован и, слава богу, выписан. Ситуация в экономике тоже под пристальным вниманием властей. Вкупе с Федеральной Республика готова протянуть бизнесу и свою руку помощи. Был принят комплекс мер поддержки, в том числе и субъектов малого предпринимательства нашим правительством Республики Татарстан. Меры сейчас направлены на увеличение докапитализации фонда поддержки предпринимательства, причем в первую очередь речь идет о сохранении бизнеса. Как отмечают, нет худа без добра. Пандемия – это повод сплотиться обществу, и Татарстан в этом тоже может показать пример всей стране. Нам нужен, знаете, такой очень спасительный квадрат. Это граждане, это соцсети, это общественные организации и религиозные организации. Особенно для Татарстана это важно. Сейчас главное действовать спокойно и дать людям максимум полезной информации. Один из важнейших аспектов, который позволит нам эти кризисы преодолеть, это своевременное, регулярное, постоянное информирование всех, со стороны государства по отношению ко всем основным аудиториям. В Татарстане для этого планируют выпустить тематические памятки, где объяснят, как защититься от вируса, получить льготы для бизнеса и оформить различные документы. Дмитрий Айрин, Адель Миндубаев, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Врачи, лечащие пациентов с коронавирусом, продолжают работать 7 дней в неделю. Об этом они рассказали нам сами. Мы общаемся с ними через скайп. Сегодня на связи была инфекционист Айнара Айсина. Ей была объявлена благодарность министра здравоохранения России за высокий профессионализм при оказании медпомощи эвакуированным с лайнера Diamond Princess. Что изменилось в ее работе с тех пор, узнал Рами Шайдуллин. Добрый день. Спасибо, что в вашем таком плотном графике нашли время для нас. Прошел уже почти месяц, да, как вы работаете в этих условиях. Как вообще поменялась жизнь ваша в эти дни? Режим такой у нас работы более свободный. Сейчас уже знаем, с чем мы имеем дело. Уже четко отлаженная работа, алгоритмы. Полностью проходит рабочий день, мы переодеваемся, обрабатываемся и можем идти спокойно домой. Спасибо большое. Мы видим то, что вы сейчас в форме врача. В ней ли вы работаете в целом или все-таки есть какие-то средства защиты, средства экипировки? Все работают в одинаковых костюмах, противотемных костюмах. Наверняка вы общаетесь с коллегами из других регионов России. Процесс работы ваш схож? Методики такие же или где-то есть отличия? С коллегами, с которыми общаемся, наша профессия инфекционистами, все работаем мы по одним и тем же стандартам, по одним и тем же клиническим рекомендациям. Таких особых различий ведения пациентов особых нет. А что касается самих пациентов, как они вели себя в начале, как ведут себя сейчас? Получается так, что они в течение 14 дней у нас находятся, и уже в течение, каждый день в течение 14 дней с ними общаешься, они уже как-то привыкают к своему этому состоянию, к своему нахождению в больнице длительному, и относятся как-то спокойно и с пониманием. А мы знаем, что для работы с людьми, инфицированными коронавирусом, есть особые требования, когда врач приходит в палату не один, а они всегда должны ходить в паре. Так ли это и для чего это делается? Когда ходишь в паре с человеком уже, это очень помогает. И даже в начале, и сейчас уже знаю, что и как ты должен делать, уже отработав все навыки, надевание, раздевание, особые должны быть все правильно. Скажите, пожалуйста, а все ли необходимое есть в клинике для того, чтобы работать с такими пациентами и в таких условиях? В нашем стационаре, в нашей больнице все, что необходимо нам для оказания помощи таким пациентам, все, в принципе, имеется. Да, спасибо большое за то, что уделили нам время. Спасибо большое за такие развернутые ответы. Удачи вам. С карантином шутки плохи. На проверку соблюдения режима самоизоляции на дому отправились полицейские. Они выясняли, все ли дома, иначе грозит серьезный штраф. Зарина Ахметова в Нижнекамске увидела, кто не боится заразить других и лишиться денег. Здравствуйте. Дом находится, да? Да. Паспорт можете показать свой, чтобы убедиться? Пока полицейские проверяют документы, сотрудники Роспотребнадзора самочувствие. 3 дня назад этот молодой человек вернулся из Таиланда. Сейчас на самоизоляции. За вами будут наблюдать, приходить медики, и на 10-й день у вас возьмут анализы. Брали уже. По
После отпуска работать пришлось на удаленке. Провизию приносят родственники. Там в Таиланде вообще разговоров даже нету об этом, и все себя очень спокойно ведут. И когда я сначала оттуда приехал, я сам не верил в то, что все так на самом деле здесь серьезно. Это один из немногих случаев, когда соблюдают правила карантина. Только за последний месяц из-за рубежа в Нижнекамск вернулись 600 человек. 90 не изолированы. Разные категории лиц есть. Те, которые, допустим, вообще не находятся на территории города и, может быть, остались в Москве, может быть, уехали на дачу, может быть, соблюдают эти карантинные мероприятия в каком-то другом населенном пункте на территории. Найти их быстро сложно, хотя время в этом случае главный фактор. Очередная квартира путешественника. Звонок в дверь, ответа нет. Сейчас узнаем. А там нет никого? А где они? Ну, там живет гастарбайтер какой-то. Поиск потенциальных разносчиков вируса полицейские продолжат. После их данные передадут в Роспотребнадзор. Нарушители не только возьмут под контроль, но периодически будут навещать. Заодно напомнят, тех, кто не соблюдает карантин, ждут большие штрафы до 40 тысяч рублей. Юрлица отдадут до 1 миллиона. Зарина Ахметова, Айгуль Яблонская, Евгений Лызаев, ТНВ, Нижнекамск. Всю следующую карантинную неделю Татэнергосбыт планирует предоставлять услуги онлайн. Некоторых сотрудников уже перевели на удаленку. Как дистанционно можно получить справку или нужную информацию, расскажет Вероника Гайнудинова. Перед началом рабочего дня дезинфекция рук и измерение температуры. Меры защиты одинаковы для всех сотрудников компании. Часть из них уже перевели на удаленку. На дистанционную работу из дома они сидят, у них дома компьютеры. У нас где-то около 500 человек. Полноценно работает контакт-центр. Уже не только по электроэнергии, с учетом жилищно-коммунальных услуг. Мы пошили для сотрудников еще маски, разделением такими цветами. Тем самым мы можем отслеживать, регулярно ли сотрудник меняет эти маски. Теперь, чтобы обратиться к сотруднику, нужно тянуться к окну. Важна дистанция. В день только в офис на Павлюхина приходят до 500 человек. Не могу я интернетом пользоваться. Привык сюда приходить и оплачивать. Так удобно просто. Для тех, кому удобнее прийти, на входе в офис поставили ящики для передачи показаний. На всех информатах и банкоматах новая инструкция, как оплачивать. В Татэнергосбыте просят население обращаться к ним дистанционно. Это возможно на сайте компании. Клиент может все заявления подать в электронном виде. И также может подать обращение, то есть если у него какой-то вопрос, а он не может прийти в наш офис. Почти 1 700 000 жителей республики. Все, кого обслуживает Татэнергосбыт, уже в апреле получат квитанции вот с таким оборотом. Информация о том, как передать показания, оплатить или решить все вопросы дистанционно. Вся инструкция здесь. С 4 по 15 апреля Татэнергосбыт ограничит прием людей во всех 99 офисах и будет работать только онлайн. Вероника Гайнудинова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Ежемесячные субсидии для татарстанцев автоматически продлены на полгода вперед. Это и проезд для пенсионеров, пособие на ребенка до 16 лет, компенсация за детский сад, выплаты на детей-инвалидов. Теперь гражданам не надо приходить в органы соцзащиты. Под автоматическое продление попали около 600 000 льготников. Президентом Республики Татарстан поручено перевести выплаты в автоматический режим до 1 октября. Далее о том, какие будут изменения, мы сообщим дополнительно. «Отдай запасной гаджет в свою школу». Акция под таким названием проходит в Татарстане. В непростых условиях не у всех семей есть финансовая возможность перейти на онлайн-обучение. Сегодня бывший выпускник Тетюшской школы, главный тренер Татарстана по стендовой стрельбе Сергей Демин подарил 3 планшета детям. Теперь они смогут обучаться дома. Каникулы подходят к концу, но школьники еще не скоро сядут за парты. С 1 апреля из-за карантина обучение переходит на дистанционный режим. Однако учиться онлайн для многих семей удовольствие не из дешевых. Возникает ряд проблем с техническим оснащением наших учеников, наших школьников. Не все в полной мере обеспечены техникой. С предложением помочь школьникам обратился министр Рафиз Бурганов. И сегодня отозвался Сергей Демин. Известный спортсмен, главный тренер сборной Татарстана по стендовой стрельбе. Он подарил 3 планшета детям. Учитесь хорошо. Учитесь хорошо, парни и девочки. Занимайтесь вам спортом, это очень нужно. Мы чем можем, будем помогать. Абсолютно правильным шагом является дистанционное обучение в нынешнее время. Не совсем простое, потому что без обучения молодое поколение ни в коем случае нельзя оставлять. Теперь готовиться к экзаменам ученики Тетюшской школы смогут в безопасности. Лучше бы, конечно, в школе, чем домашнее обучение. Может, если уж такая вот ситуация получилась.
Деваться некуда, теперь будем дома пока. Помочь родной школе может любой. Приобрести или принести неиспользуемые компьютеры, гаджеты или просто оплатить интернет-трафик. Наталья Мезина, Александр Мальченко, Дмитрий Гришин, ТНВ, Тетюшский район. С 30 марта по 3 апреля МФЦ в Татарстане будут работать только на выдачу уже готовых документов по ранее принятым запросам. Прием документов осуществляться не будет. Такое решение принято правительством, чтобы предотвратить распространение коронавируса. И в подразделениях ГИБДД предприняли дополнительные меры безопасности. Чтобы избежать массовых скоплений людей, регистрация автомобиля, проведение экзамена, выдача или обмен водительских прав и ряд других услуг будут проводить только по предварительной записи. На портале госуслуг центры оформления ДТП в Казани и Челнах будут работать в обычном режиме. В Татарстане отменили запланированные на завтра сельхозярмарки. Такое решение принял Рустам Минниханов. Это обусловлено тем, что на ярмарках собирается большое количество людей, преимущественно преклонного возраста. Они во время пандемии коронавируса находятся в зоне риска. В то же время магазины, обеспечивающие продовольствием, будут работать в обычном режиме. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Даешь городу больше зелени. Чем больше деревьев, тем воздух чище у нас в городе будет. В Казани началась масштабная зеленая реконструкция. На каких улицах расцветут деревья уже этой весной, знает Наталья Мезина. Если у вас беда, приедут за 5 минут. Самое частое, что происходит непосредственно у нас на районах, это грабежи и кражи. Работу храбрых росгвардейцев увидела Алия Хайрудинова. На его стихах выросли сотни тысяч татарстанцев и не только. Его произведения стали классикой народной литературы. Сегодня на 72-м году ушел из жизни поэт, лирик, политический деятель Роберт Миннулин. Уроженец Башкирии. Его творчество почитали одинаково в обеих республиках. За книгу «Самое большое яблоко в мире» поэт был удостоен международной литературной награды, диплома имени Андерсена. В конце 90-х за книгу «Гостиниц» писатель удостоился госпремии имени Габдуллы Тукая. Роберт Мугалимович написал 34 книги для детей и взрослых. Он внес весомый вклад не только в литературу, но и в политику. 24 года был депутатом Госсовета Татарстана, возглавлял комиссию по культуре и национальным вопросам, занимал пост заместителя председателя парламента республики. Последние годы Роберт Мугалимович тяжело болел. Его уход потряс общественность, но его наследие навсегда останется в золотом фонде. Роберт Миннулин известен прежде всего как мастер пера, человек, завоевавший признание миллионов читателей во всем мире, говорится в некрологе. Безмерную любовь принесло ему светлое поэтическое творчество, подкупающее искренностью, добротой и благородством. Роберт Мугалимович глубоко национальный поэт, продолжающий прекрасные традиции тысячелетней татарской литературы. Его всегда отличали большая ответственность, преданность своему делу и сердечное отношение к людям. Светлая память о Роберте Мугалимовиче навсегда сохранится в наших сердцах, говорится в некрологе, подписанном Рустамом Миннихановым, Ментимером Шамиевым, Фаридом Мухаммедшиным, Алексеем Песошиным, Азгатом Сафаровым и другими официальными лицами. Церемония прощания с народным поэтом Робертом Миннулиным состоится завтра, 28 марта, в 9:30 на площади перед театром Галиаскара Камала. Просят всех принять меры предосторожности, быть в масках. Похоронит Роберта Мугалимовича на кладбище в Новотатарской Слободе Казани. Роберт Миннулин – лирик, талант, патриот, поэт любви, поэт печали. Какое наследие он оставил, читайте в интернет-газете «Реальное время». Выпуск качественной и востребованной продукции напрямую зависит от исправной работы оборудования. Компания «Нижнекамскнефтехим» состоянию промышленных приборов и установок отводит особое внимание. Мобильное устройство используется как инструмент. В него закачивается приложение, на оборудование вешаются НФС-метки. Современные гаджеты, поступившие на вооружение нефтехимиков, улучшат качество проведения обследования оборудования. Мобильные помощники с точностью определят подлинное состояние прибора, вибрацию или температуру, а также выявят неисправность. Чем раньше она будет определена, тем быстрее проведут ремонт. В результате снизятся эксплуатационные расходы и увеличится надежность работы оборудования. Данный пилотный проект сейчас внедряется на 3 заводах Нижнекамскнефтехима. Посмотрели, как это все будет выглядеть. Работает ли, может ли наша система это все проглотить. Сделали пилот, получили положительные рецензии.
И решили дальше эту работу продолжить более подробно. Всего в компании эксплуатируется более 430 тысяч единиц оборудования. Какой из них нуждается в капитальном ремонте или замене изношенных деталей – задача специалистов управления технического обслуживания и ремонта Нижнекамск-Нефтехима. Его специалисты также детально прорабатывают вопросы повышения эффективности технического обслуживания, обеспечения запасными частями и материалами объектов предприятия. Благодаря такому системному подходу компания планирует достичь снижения времени на подготовительные операции и увеличить время чистого ремонта до 55%. 8,5 тысяч саженцев расцветут уже этой весной в Казани. В городе продолжается зеленая реконструкция. Ежедневно 11 бригад высаживают молодые яблони, липы, тополя, клены и лиственницы. Какие улицы вздохнут по-новому, знает Наталья Мезина. В Казани не хватает. Вырубает ведь, дома строят. Лучше побольше, наверное. Их никогда много не бывает. Чем больше, тем лучше. Все время какая-то земля, это некрасиво. Город должен быть зеленым, город должен дышать. Мечты казанцев уже воплощает зеленая реконструкция. 11 рабочих бригад ежедневно высаживают сотни тополей, лиственниц, лип, кленов и яблонь. 5-метровые деревья из питомников Казани и Тулы. Из только что выкопанной ямы старый грунт полностью вывозят, вместо него кидают тут же новый плодородный грунт. Для каждого саженца лунки по строгим правилам. 50 сантиметров в глубину и метр в ширину. Не забывают и про минеральные удобрения. После посадки дерева мы, как правило, ставим на растяжки. Забиваем 4 колышки. На дерево завязываем мешковину, чтобы не испортить кору. Зеленые аллеи расцветут этой весной вдоль 22 улиц Казани. Баумана, Чистопольская, Декабристов, Ленинская, Дамба, Горьковское шоссе, Аметьевская магистраль. До середины апреля надо успеть посадить почти 8,5 тысяч саженцев. Весенний период, он очень короткий. До распускания почек необходимо посадить деревья, потому что корни уже должны начинать работать. Еще обильный полив до конца лета. После зеленой реконструкции Казань ждет цветочно-клумбовая перестройка. Наталья Мезина, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня у сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии профессиональный праздник. В Татарстане их 2500. Именно они берегут наш покой. Сами себя они называют совами, хотя работают и днем, и ночью. В роли тех, кто каждый день спасает мир, побывала Алия Харудинова. О том, что наша работа и опасна, и трудна, сегодня докажем буквально. На мне бронежилет, и я немного уже задыхаюсь, потому что вот это все весит 12 килограмм. Последние штрихи, чтобы не запутаться в широких ватных штанах. И сразу к работе. Это сердце местной охраны. Именно сюда поступают все сигналы о помощи. Оказывается, один пульт приема на весь Новосавиновский район. Под охраной 500 объектов. На пульт внешней охраны приходит сработка с объекта, например, с кнопки тревожной сигнализации. Дежурные пульты управления девушки наши передают сработку экипажа. Экипаж, соответственно, в кратчайшие сроки прибывает на данный объект. Экипаж – это 2 сотрудника. Сегодня взяли и меня. 3-й не лишний. За каждым экипажем закреплены отдельные улицы. Днем по ним проезжают рейдом 9 экипажей, ночью 11. Работаю маршрут 54, 24, квартира 17. Экипаж сейчас в полном составе. Мы едем на квартирную сработку. На все не более 5 минут. На нашем пути мусоровоз. Включаем маячки, пропускает 2 минуты и на месте. Если честно, очень сложно успеть за профессионалами своего дела. Сигнализация сработала на 6-м этаже. Старший экипажа поднимается по лестнице. Я и полицейский водитель на лифте. Наша задача остановить нарушителя, если он попытается скрыться через крышу. Но он даже не пытался убежать. Стоять, полиция! Руки на стену! Перед собой! На самом деле это очень страшно. Вот сейчас задерживают преступника. Меня попросили оставаться подальше, потому что это действительно опасно для жизни. Дальше все по отработанной схеме. Задержание, наручники. Нарушитель не сопротивляется. Хотя есть случаи, когда пытаются отбиться ножом или битой. Едем в отдел. И таких случаев в день не меньше 20 на район. К ним добавляют и заявки от УВД. Различные заявки, начиная грабеж, разбой,
убийства, изнасилования, ну, такие тяжкие заявки. Наши экипажи, естественно, туда выезжают. Знаете, даже немного жаль, что смена профессии оказалась столь короткой. На душе и, конечно же, на теле легкость, нет тяжелого бронежилета, нет тяжелых ватных штанов. Но теперь, увидев работу этих крепких ребят, можно с уверенностью сказать, что наша жизнь в полной безопасности. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Общественное телевидение России вносит изменения в сетку вещания. Для школьников, которые в связи с пандемией коронавируса оказались дома, больше покажут познавательные и развлекательные передачи. В программе «Отражение» появится рубрика «Один дома». С 30 марта в будни для детей фильмы и научные сериалы. В выходные юные зрители телеканала увидят популярные мюзиклы. Еще одно престижное культурное событие республики сегодня перешло в онлайн. Впервые в истории в режиме прямой трансляции сейчас идет театральная премия «Тантана». Это значит, что в зале нет зрителей, но есть наша съемочная группа. Рамиль, как «Тантана» выглядит в обновленном виде? Да, вечер добрый, Даяна. Сегодня, вправду, необычная церемония награждения. Люди, которые не мыслят себя без зрителей, актеры, режиссеры и театралы, сегодня стоят при пустом зрительном зале. Причина тому особые меры из-за ситуации с коронавирусом. Но отменять церемонию не стали, а просто перешли в онлайн. На сцене стоят камеры, и все это транслируют в интернет. Жюри на месте и выставляет оценки. Давайте послушаем, каково им это. Мы не можем проигнорировать этот уже 10-й год подряд проводящийся, значит, эту премию, церемонию подведения итогов. Во-вторых, пока есть такая возможность, все равно актеры в театрах ждут результатов. И поэтому, конечно, мы вот будем в таком формате. Ну, весь мир сейчас живет в этом режиме. Чего ж мы будем... мы же не можем выделиться, мы же не можем представить себя как в другом мире. Мы не в Северной Корее живем, слава богу. Поэтому вот будем работать так. Тем не менее, церемония, как мы видим, идет, и за ней следят зрители, причем теоретически и технически это могут делать десятки, сотни и даже тысячи. Правда, не вживую здесь в театре, а через свои смартфоны или компьютеры. И те, кто следил, видели, как жюри определило номинантов. Среди них Бугульминский и Павлинский театры, Казанский ТЮЗ и сами камаловцы. И много других театралов сегодня награждают в 12 номинациях. С необычной церемонией награждения Даяна передает тебе слово. Спасибо, Рамиль. Непривычно, конечно, видеть такую большую премию при пустом зале, но главное, она состоялась. Не забывайте о своих близких и простым звонком с вопросом «Как дела?». Подарите им минуту своего времени и частичку тепла. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Лазерная коррекция зрения – 18 тысяч рублей за оба глаза. Офтальмологическая клиника «Кузлер». Телефон 295 94 50. Август-Раш. Более 20 магазинов по всей России теперь открывается в Казани. 28 и 29 марта. Торговый центр «Муравейник». Открытие магазина «Август-Раш». Розыгрыш крупной бытовой техники. Главный приз – автомобиль. Влада Канавто. Специальное предложение на автомобили 2019 года. Успей стать владельцем «Лада» с выгодой до 128 990 рублей. «Лада Канавто». Сибирский тракт 48. Субботний день порадует очень теплой погодой, несмотря на облачность. Подробности через несколько секунд. Здравствуйте!
Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2-167-166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево солнце скроется за облаками, но вероятность осадков будет небольшой. Ночью прохладно, а днем очень тепло до +8. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге также без осадков. В дневные часы воздух прогреется до высоких значений – +10-11 градусов. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше вероятность осадков минимальна. Ночью минусовые температуры, а днем заметно станет теплее – +10. В Арске, Кукмаре и Балтаси ожидается облачная погода, без осадков. Сохраняется повышенный температурный фон в дневное время до +10. В Болгаре, Дорожном и Буинске будет облачно, ночью минус, а днем очень тепло и комфортно – +8-12 градусов. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше температурный фон продолжит повышаться. И днем будет очень тепло – +10. Гиделикс, капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения. Не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. В субботу в столице республики ожидается облачная погода, без осадков. В дневные часы около 12 градусов выше 0. Ветер юго-западного направления, умеренный. Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 64%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.